Здравствуйте, это вечерние новости в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Навигация завершена. Выполнен ли план завоза этого года? COVID-19. Сводка за минувшие сутки, сбой госуслуг, комментарии оперштаба, новости из районов и новый номер горячей линии. Нацпроект «Культура». Ученики Амгинской детской школы искусств начали обучаться с этого года гончарному делу. Официально завершилась навигация этого года. План завоза перевыполнен на 1% и составил 1 146 000 тонн грузов. Из них более 320 000 тонн – жизнеобеспечивающие грузы, которые доставили в арктические районы республики. Отмечается, что в текущем году план удалось выполнить, несмотря на трудности, возникшие в результате летних лесных пожаров и низких уровней воды на реках Амга, Вилюй, Алдан, Яна и Колыма. В настоящее время готовятся к зимним перевозкам автотранспортом. Ежегодно по зимникам перевозят порядка 700 000 тонн. Вместе со строительством водохранилища в начале 90-х годов на речке Матта в селе Бердигостях Горного района начало смывать берега, и русло реки с каждым годом расширялось. С прошлого года начались берегоукрепительные работы на участке. Провели расчистку и дноуглубление, выправили русло реки на расстоянии почти в 4 километра. В местах размыва и обрушения берега 142 метра укрепили скальным грунтом. Исполнительной дирекции по водному хозяйству проведены работу по выпрямлению и дноуглублению русла реки Матта в селе Бердигостях. Работу выполнил подрядная организация «Монтаж Газстрой» на общую сумму 11,8 миллионов рублей. Работы проведены согласно плану в отведенные сроки. Айсен Николаев работает в поселке Айхал Мирнинского района. Глава республики осмотрел ландшафтно-этнографические комплексы «Дружбы народов», который был возведен в честь 60-летия со дня основания поселка. Кроме того, Айсен Николаев посетил фабрику номер 14 Айхальского горно-обогатительного комбината. В завершении дня глава принял участие в торжественном мероприятии в честь 60-летия Айхала. Ну а завтра глава республики проведет ряд совещаний. После этого с визитом посетит Айхальскую городскую больницу и проведет встречу с составом пожарной части номер 8 города Удачный. Мы в сентябре месяце здесь проводили как раз в этом зале встречу с жителями Айхала, с участием руководства компании «Алроса», с участием генерального директора Сергея Сергеевича Иванова. И мы тогда получили много очень интересных предложений. И вот эти предложения, полученные от вас, жителей Айхала, это и есть приоритетные направления нашей совместной работы всех ветвей власти и нашей крупнейшей бюджетообразующей, градообразующей компании. Уверен, что за предстоящие годы, ставя на первое место счастье, благополучие и качество жизни каждого айхальца, мы вместе преобразим славный поселок Айхал, открывая новые страницы истории. И могу здесь айхальцам уже доложить, что мы тогда в сентябре договорились, что будем расселять дорожный. Вот. Сегодня я уже привез сертификаты, которые мы будем вручать старостам тех домов, которые в ближайшее время, уже до конца года, будут расселены. А в следующем году будет работа продолжена, и дорожный в следующем году полностью мы расселим. И эта работа по разным направлениям развития Айхала будет также продолжена в последующие годы. Нерабочая неделя закончилась, но отныне вход во многие учреждения, объекты питания, торговли возможен только по QR-коду вакцинированного или переболевшего. Однако сегодня по всей стране произошел сбой, и у пользователей госуслуг срок сертификата истек раньше предполагаемого. Если ранее документ действовал в течение года, то после обновления и введения всеобщего единого сертификата срок QR-кода сократился до 6 месяцев. Это вызвало волну негодования среди населения. Федеральный оперативный штаб разъяснил, что на портале из-за обновления программного обеспечения произошел сбой. Зам руководителя республиканского оперштаба Ольга Балапкина также сказала, что нормальная работа госуслуг уже восстановлена.
При проведении технических работ по сообщению Министерства здравоохранения, Министерства цифры Российской Федерации был допущен технический сбой, который проводился на портале госуслуг Российской Федерации. В связи с тем, что мы живем с вами на Дальнем Востоке, соответственно, многие из граждан, у кого заканчивается срок сертификата, около 6 месяцев, их сертификаты были аннулированы. На настоящий момент сбой был устранен, и, соответственно, непосредственно все сроки сертификатов, которые есть, они восстановлены и действуют. Номер телефона горячей линии по коронавирусу изменен на короткий номер 122. Ранее жители республики получали консультацию, позвонив по длинному номеру 8 800 114 03. Теперь якутянам доступны следующие функции горячей линии: соединение с колл-центром Якутской городской больницы номер 3, с операторами по вопросам соцзащиты населения, волонтерской или психологической поддержки, а также соединение с колл-центром по вопросам здравоохранения, в том числе связанным с ковидом. Тем временем еще 291 случай заражения коронавирусом фиксирует по республике за минувшие сутки. Статистика на ваших экранах. Из этого числа 143 в Якутске, 18 человек заболели в Мирнинском районе, 15 в Нерюнгринском, 11 в Хангаласском, 8 в Булунском, 6 в Намском, по 14 заражений в Ленском, Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах, по 10 случаев в Алданском и Аймаконском, ну а в других районах от 1 до 5 случаев заражения за минувшие сутки. По данным медицинских организаций, в тяжелом состоянии на сегодняшний день находится 139 человек. В том числе на искусственной вентиляции легких 35 человек. Получили первую вакцинацию 416 406 человек, что составляет 58% взрослого населения. Первым компонентом провакцинировано жителей старше 60 лет в республике 80 297 человек. Ревакцинацию прошли 34 916 человек. Нерабочие дни повлияли на спад заболеваемости COVID-19 в районе. Об этом сообщает Хангаласская центральная районная больница. Так, за истекшую неделю было там выявлено 177 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Это на 64 случая меньше, чем за предыдущую неделю. На сегодняшний день лечение в Хангаласском районе проходит 421 житель Улуса. Из них 68 человек лечатся в ковидных стационарах района, а на дому лечатся 339 человек. Ну а всего в Улусе за весь период пандемии от COVID-19 погибли 80 человек. После нерабочих дней темпы вакцинации возросли у нас, в основном по Покровску. Да. Всего по району у нас план выполнен на 71,5%, скажем, процентов. Это от плана общего. Напомню, что план у нас повысили. Сначала был план же летом был 60%, потом стал 70%. Сейчас мы работаем с планом 80% от взрослого населения. Вот этот план, он сейчас в данный момент выполнен на 71,5%. План еще будет повышаться, потому что сегодня заявили, что успешно прошло испытание вакцины «Спутник Ви» на детях. Скорее всего, мы начнем прививать детей, поэтому план, соответственно, будет увеличен. Сегодня, 8 ноября, рентгенологи отмечают свой профессиональный праздник. Рентгенограмма остается самым быстрым и доступным способом диагностики различных заболеваний. Со временем сфера радиологии совершила большой скачок в развитии. В медицине появляются новые методы, аппараты лучевой диагностики и терапии. В наши дни по всей Якутии на передовой борьбы с коронавирусом в кабинетах рентгенографии трудится множество медработников. Рентгенология – это профессия такая, что мы должны не только знать, как говорится, свои медицинские заболевания, анатомию нормальную, патологическую анатомию. Мы должны владеть и программным обеспечением, и быть немножко инженерами, потому что технологии не стоят на месте. У нас за 20 лет рентгенология вообще шагнула на несколько вперед. Вот как цифровые технологии, программные технологии у нас быстро так развились, вот точно так же и развилась рентгенология. К
К другим темам в преддверии Дня памяти сотрудников органов внутренних дел торжественно возложили цветы к мемориалу павшим за справедливость. С ветеранами и семьями погибших при исполнении служебного долга встретился министр внутренних дел по республике Владимир Прокопенко. За всю историю существования органов внутренних дел в регионе на боевом посту погибли 178 стражей правопорядка. Под патронажем находится более 50 семей сотрудников. Наши коллеги, которых мы знаем, со всех служб, и с уголовного розыска, и с ППС, и с ГИБДД, это независимо от службы. Человек в форме. Раньше мы были милиция, сейчас сотрудники полиции. Они не задумывались. В решительный момент делают этот шаг, по которому нам, к сожалению, теперь приходится каждый год отдать им дань памяти, уважения, то, что мы их помним всегда. Есть люди, которые находятся на инвалидности, вот инсульты принесли, оказываем медицинскую помощь, материальную помощь, договариваемся с медицинскими учреждениями, чтобы их осмотрели врачи, поместили их там внепланово. И ребята, помимо членских взносов, еще собираем, когда срочно нужно, даем клич в группе Союза ветеранов уголовного розыска, и ребята скидываются, кто сколько может. В этом году Амгинской школе искусств посчастливилось пройти отбор и стать участником федерального проекта под названием «Культурная среда» национального проекта «Культура». По этому проекту школе были выделены средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов. Так, в июле было получено гончарное оборудование из Екатеринбурга на общую сумму в 245 тысяч рублей. Это 2 гончарных круга и муфельная печь. И с этого учебного года преподаватели художественного отделения начали обучение детей гончарному делу. В случае мы работаем не привозным, не привозной глиной, а именно с этим, со своим болгурским, да. Поэтому вдвойне это трудно. Вот, например, мастерская «Стек», она готовит работу, работает только с этим, глиной из гжели, привозным, да. Поэтому у нас задача непростая — сделать что-то стоящее из местной глины. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в большом выпуске в 20:00 на Якутии 24. Оставайтесь с нами.